Я о себе могу много чего рассказывать, но существует такое понятие, как внутренняя цензура, и все еще сказать о себе не могу, потому что те люди, которые будут вплетаться в этот разговор, еще живы. Наверное, чувство юмора. Те цитаты лучше сказать, все цитаты лучше спрятаться. Из нас любой, пока не умер он, себя слагает по частям из интеллекта, секса, юмора и отношения к властям. Ничего не делать вообще. Вот, потому что именно ничего не делание – самое тяжелое занятие. И чтобы валять дурака, надо пахать 24 часа в сутки. Книг таких много. Книги – это вот наше, что называется, наше все. Это Барбара Садолшвеки, Ильф и Петров. Это Вознесенский, Висбор. И, как ни странно, Гречковец, Дмитрий Быков и Соломонова. Да, вот эти, круг этих авторов, а из классиков Лев Толстой. Годы, как и гаишники, берут свое. Музыка вдохновляет всегда хорошая, не вдохновляет плохая, потому что музыка всякому овощу свое время, вне конкуренции, как фаворит, это, конечно, Рахманинов, потому что Рахманинов подходит подо все, под любое настроение. Ну и все остальные где-то рядом, причем не обязательно это вот классика, это еще и то, что слушали все мы в молодости, а вы нет. Это Битлз, Лед Зеппелин, особенно из тех вот всего так набора, могу долго говорить, вот это да. Я ничего не выбирал, и понятно, кто бы мне дал бы такое выбрать. Она профессия сама меня выбрала. То есть так получилось, все так сложилось, такой получился пазл, что так не придумаешь, чтобы так все сложилось. Оно так получилось, все, я прочухался, ага, вот уже я, оказывается, преподаватель. Я думаю, я бы себе сказал, что там сказать. Во-первых, меня никто не послушал бы там, это точно. Но я все равно сказал бы, пускай идет, как идет все своим чередом, потому что иначе получится хуже. Честно сказать, я вообще о ней не думаю, о нынешней молодежи, а потом это, мне кажется, большое заблуждение, что люди разделяются по таким вот возрастным признакам. Проблема отцы и дети, конечно же, надуманная. Надуманная, потому что здесь речь идет не о количестве прожитых лет, а о ментальном восприятии мира. То есть вот это, как мы его понимаем. И тогда, да, тогда получается разницы никакой абсолютно нет. А Отечество, когда его надо защищать, случается такая вот беда, там сразу видно, кто защитник. Но всегда удивительно, почему, когда начинаются серьезные такие испытания, армия, которая должна этим заниматься, почему как-то оказывается в стороне, а в окопах оказываются рабочие и крестьяне, которые ни к чему этому не готовились, и денег за это не просили, правда? Она вся жизнь, даже как единый такой случай, как казус, просто на удивление. Я раз принимал экзамен и сказал девушке одной, заочнице, вот в вашем ответе просто сквозит женская логика. Я думал, что такой самый умный, сейчас сразу поставлю на место, объясню, как поставлю двойку, потому что там никак. Ответ был замечательный, сразу увеличил оценку. У женщин хоть какая-то логика есть, сказала она. А судя по тому, что вы говорите, у мужчин вообще логики никого нету и не было. Сразу балл лично добавил, 3 балла, чем человек был очень доволен. Видите, как хорошо. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Пожалуй, я люблю, наверное, когда с внуком гуляю, смотреть на реку, на нашу, в разное время года. Как раз наш выпуск попал, с точки зрения истории, немыслимое время. Это был выпуск 92-го года. Представляете себе, что такое? К этому времени все, чему мы учили, вся эта история сломалась, а новую еще не написали. И это был выпуск, у нас стоял в 5 курсе, должен был стоять экзамен по научному коммунизму. Так как коммунизма не стало никакого, и научного не стало, мы сдавали какой-то предмет под таким жутким названием, то ли социальная теория, то ли еще что-то. Ну и, в общем-то, оказалось, что все... Здесь стало уже перестраиваться, и новые кафедры, кажется, открылись, а из тех, кто были, не удалось набрать людей, меня просто сюда пригласили. Я бы мог дать совет, не слушайте никаких советов, никакие советы, никто лучше вас не разбирается в вашей жизни, в этой, и все идите своим путем, оставайтесь сами собой.
Потому что желающих играть какие-то чужие роли, чуждые, навалом, а потом оказывается, что сумма знаний или сумма жизни за вычетом расходов равна нулю, но это уже будет, как мне в свое время мой покойный отец сказал: сынок, вот женишься и поймешь, что такое настоящее счастье, но будет поздно.